Здравствуйте, дорогие друзья! В прямом эфире очередная трансляция YouTube-канала медиа-издания «Аспекты». YouTube-канал наш называется «Аспекты Башкортостан», а в эфире программа «Аспекты мнений». Зовут меня Руслан Валиев, и я с удовольствием представляю своего сегодняшнего собеседника, гостя, архитектора, руководителя архитектурного бюро «Архип» Александра Ильина. Добрый день, Александр. Всем добрый день. Очень приятно. Александр находится не в Уфе, и даже не в Башкирии, и даже не в России, но я думаю, мы эту тему обсудим в процессе нашего разговора, и на это времени нам хватит. Нашим зрителям и слушателям я предлагаю не только смотреть и слушать, но и участвовать в нашем диалоге с помощью комментариев, реплик и, самое главное, вопросов, которые вы можете писать в чате нашей YouTube-трансляции. Я думаю, вы поняли, что основная тема и основная направленность нашего разговора будет посвящена, ну, скажем, если широко говорить, урбанистике, но если более конкретно и узко, то архитектуре. Тем более, что у нас хватает информационных поводов в последние дни для того, чтобы эту тему поднять. Итак, буквально подтвердите, пожалуйста, насколько нас видно и слышно. Вот я вижу, мне уже пишут. Поправим немножечко звук Александра. Дальше, пожалуйста, также сообщайте, все ли в порядке с качеством звучания и картинки. Буду пытаться в процессе это дело корректировать, если будут какие-то проблемы. Итак, в республике довольно-таки давно уже анонсировали строительство Евразийской библиотеки. Потом была пауза, после чего глава республики представил на суд публики, хотя правильно ли говорить на суд, поскольку он представил и, в общем-то, однозначно утвердил архитектурную концепцию решения в виде огромной юрты, которая должна, по мнению авторов идеи, украсить южный склон Уфы. Впоследствии возникла критика от части уфимской общественности, которая в конечном итоге вылилась в открытое письмо, которое подписали более сотни архитекторов нашего города, в котором они раскритиковали эту концепцию и иной раз даже, в общем, особо не выбирали выражения, говоря, что это чуть ли не ужас-ужас. Я человек, к сожалению, не очень хорошо в этом разбирающийся, вот сразу скажу для всех, да, и не претендую здесь не на то, чтобы истину даже, а на то, чтобы в каком-то приближении профессионально это дело оценивать. Я, скажем так, один из тех, кто до недавнего времени вполне себе осознанно считал, что значит, старые здания в центре Уфы надо снести, потому что это все развалюхи, гнилье и так далее, а построить из стекла и бетона — это все круто. Ну, в процессе, скажем так, становления я начал понимать, что это не всегда правильное решение, а иной раз даже вообще неправильное. Вот вы следили, я так понимаю, за всей этой историей. Что вы по этому поводу думаете? Да, я следил, и я, конечно, участник той истории, которая, к сожалению, отменилась. Конкретно это я, значит, один из участников команды Марата Ахмедшина, который там хотел разместить музей современного искусства «Заман». Угу. Вот. И, история, значит, здесь в том, что предварительно вот один из частных инвесторов хотел построить на свои музей современного искусства в этом месте. И я принимал непосредственное участие, да, вот я отвечал в этой команде за архитектурные, так скажем, за архитектурные вопросы. Вот. В результате вот этой работы, которую инициировал Марат Ахмедшин, был устроен конкурс, и он прошел конкурс между тремя архитектурными бюро, как раз который я подбирал. То есть это была моя зона ответственности, выбор архитектурных бюро, которые бы представляли концепцию. То есть, поэтому, так как, так скажем, тема вообще музея современного искусства — это сложная вещь, это, больше, чем здание, это однозначно, это целая жизнь, да, там, прежде всего нужно, некую жизнь, в общем, формализовать и вот платить в бетоне и в стекле. Вот, поэтому, конечно, мы подошли к этому вопросу со стороны конкурса, потому что
ну, утверждать, что это 100% должно быть так и никак иначе, невозможно, да, и мы даже между вот этими тремя результатами, которыми я лично очень доволен, они мне, в принципе, нравятся все. И любой строить из этих объектов украсил бы наш город однозначно. И это, ну, так скажем, гораздо более качественные, сложные решения, да, которые были представлены в рамках конкурса. Конкретно я выбрал 3 архитектурных бюро для этого места. Это была студия 44. Еще раз, Александр, можно повторить наименование? Что-то не расслышал, связь пропадала. Прошу прощения, студия 44, Никита Евей, руководитель. Вот, это 100% как бы ребят, которые знают, что они делают. И, значит, следующие, ну, все те, кого я отбирал, это были большие профессионалы своего дела и музейного в том числе. То есть они прямо сейчас реализуют ряд музеев по России, таких топовых музеев. Там, музеи там, в Калининграде, в Москве, там, на Красной площади и так далее. Понятно. Уточняющий момент. А почему вы отбирали, на каком как бы основании, что ли? Ну, вот конкретно, ну, кроме того, что мы отбирали профессиональных ребят, да, которые, ну, уже не один музей построили, имеют опыт именно такой большой, серьезный, признанный нашим архитектурным сообществом нашего государства, да, это действительно топовые ребята. Вот. И мне конкретно хотелось получить совершенно разные ну, прочтения этой концепции музея. И все-таки у каждого архитектурного бюро в основном есть какой-то свой почерк. Да? Ну, условно говоря, если вы обращаетесь к какому-нибудь там господину Фостеру, вы не ждете от него там замков Гауди. Да? Ну, то есть, и, соответственно, если вы обращаетесь, например, ко всем минималистам, вам сложно получить какую-то сложную скульптурную форму при этом. То есть она, скорее всего, там будет условный параллелепипед, да? Поэтому вот я выбрал для себя, чтобы все бюро были максимально разными. То есть, например, если я понимал, что выбрав, например, Юрия Григоряна, которого мы тоже привлекли, то он предложит максимально скульптурную форму, сложную форму. То есть он будет прямо лепить. В общем, это будет какая-то страстная история такая, да? Вот. И от этого это интересно. В общем, это будет сложная форма. Например, вот от бюро Меганом, например, скорее всего, мы получим какую-то минималистичную историю, как удар японского самурая. В общем, то есть четкий срез по какой-то там линии, условно говоря, да? Такая яркая, звучащая концепция. И Никита Сергеевич Евей, студия 44, в моем прочтении, он как бы между скульптором и тем четким минималистом занимает среднюю позицию, когда он может проще подстраиваться под какой-то ландшафт, ему, так сказать, по формальной своей политике, так скажем, да, какое-то, ну, среднее решение. И все так и получилось. То есть мы получили одну суперскульптурную форму, среднюю такую, так скажем, средней активности и просто как значок такой. Вот этот вот в итоге объект, который мы выбрали в качестве, ну это Марат окончательно утвердил в качестве победившего объекта. Вот этот вот, так скажем, просто плоский такой музей, да, вот с трибуной, как бы, ну, со спойлером таким, как мы его там назвали, так вот, условно говоря, да. Ну, давайте подскажем просто для тех, кто, возможно, не в курсе. Найти вот этот проект в интернете легко. Можно назвать проект Центра современного искусства Марата Ахметшина. Хотя бы так загуглите, и найдется иллюстрация. Так, дальше. Я рекомендую всем, на самом деле, поискать. И это действительно интересный проект для Уфы. Просто топ. И интересный был момент в том, что как раз эти проекты, ну, вот этот победивший проект, он, например, максимально вписывался в ландшафт и практически не, так скажем, и присутствовал, и не присутствовал. Будет достаточно ярким, чтобы быть значком и неким символом. Вот. И, конечно, все те решения, которые были представлены в рамках этого конкурса, гораздо сильнее, чем, ну, то, что, к сожалению, я вижу вот
презентации этой новой евразийской библиотеки. Вот. Это, конечно, такой большой, так скажем, вопрос, да. В общем, к сожалению, вот к моему, это вот сугубо мое личное, да, впечатление, вот в Москве был такой так называемый лужковский стиль, да, это вот то, как себе мэр этого города представлял себе прекрасную архитектуру, ну, на дух, так скажем, историческую, то есть исторически, но новодельную, да, при этом. Вот, это такая, ну, глубочная немножко тема, и конкретно построек этих много было сделано, да, очень большая часть Москвы застроена в эту эпоху бума строительства, вот, и я думал, что мы все как бы этой историей переболели. И вот в этом случае вот этой концепции евразийской библиотеки это такой стиль, на мой взгляд, на башкирский манер. То есть мы, в принципе, эту историю проходили уже, подобные попытки осмыслить, да, вот эту башкирскость архитектуры, так скажем, да. Это конкретно театр НУР у нас есть стадион «Динамо», который рядом выполнен, да. Ой, неужели стадион «Динамо» тоже можно отнести к хоть какому-то, я не знаю, стилю? Нельзя. Это можно отнести к тому времени и как раз к тем попыткам осмысления вот этих вот мотивов, да. Также вот как раз театр, который расположен недалеко, Татарский театр, да, там, то он тоже выполнен в этом же стиле. Ну, вот такой, это калька с, ну, так скажем, вот этот московский стиль, да, с прищуром, ну, вот, с нашим локальным башкирским таким колоритом. Вот. И, если честно, вот это вот новое, ну, так скажем, вот это прочтение, оно просто не новое, вот этой юрты. И вот это меня печалит. И потому что, как это вам сказать-то, ну, не было у нас никогда в нашем регионе традиций строительства вот этих арок азиатских, да, Средней Азии. У нас нет вообще таких зданий. Если вы, в принципе, посмотрите в этом плане, это ни плохо, ни хорошо. Это вот как раз наша уникальность, понимаете? То есть именно попытка запечатлеть какие-то такие глубокие, корневые, архитектурные, так скажем, какие-то базовые вещи башкирского народа, ну, они, естественно, присутствуют, да, в культуре, еще в чем-то, но они не присутствуют в архитектуре, в стекле, камне и бетоне. Они присутствуют в народном творчестве, они присутствуют в декоре, они присутствуют, ну, вот совершенно в другом качестве, да. А здесь попытка в лоб, ну, так скажем, сделать кальку со среднеазиатских культур. Вот. И это несколько не заходит, потому что поэтому это и не вызывает какого-то понимания, как у нас, как у архитектора, как у специалистов. Да? Вот здесь попытаюсь поспорить, как, скажем, житель. Вот почему не было этого всего в архитектуре? Да потому что, в общем-то, архитектуры такой капитальной у башкирского народа не было, как у кочевого народа. А все, что строилось там в условной Уфе или там в Бирске, да, это вот два у нас древних города, это строили, ну, скажем так, представители российской администрации, не коренные жители, и привозили сюда, скажем так, со стороны все вот эти вот видения. Соответственно, то, что сейчас планируют, это планируют как раз наконец-то в камне оформить свои собственные скрепы, которые к нам пришли из глубины веков. Ну, как-то так. Вот разве это несправедливо? Ну, окей, парирую. Смотрите, суть в чем? В том, что я полностью согласен с тем, что вот как раз поэтому и существует, да, развитие архитектуры, поэтому она движется куда-то, что идет постоянное осмысление вот этой вот роли там и так далее. Я ни в коем случае не отказываю там башкирскому, татарскому или там мордовскому народу на свою архитектуру, да. Но как раз она точно не появится, если мы возьмем кальку со среднеазиатской, которая уже там была. В общем, и здесь вопрос как раз вот этого генезиса этой архитектуры, да, как раз лежит в том, чтобы вот эту страсть и крутизну народного творчества смочь вынести в камень и бетон в современном стиле, в современных материалах.
Сейчас есть куча, условно, вот даже если взять и провести параллель с музыкой, да, есть огромное количество ребят, которые на баяне играют современную музыку, да, например. И это очень круто звучит. Или на курае, там. У нас даже в республике есть там пачка таких исполнителей, которые играют совершенно современные мелодии на традиционном инструменте. И это круто звучит. Это действительно... И вот здесь вопрос как раз в том, чтобы найти свое звучание в современных инструментах. Вот. И это сверхзадача, это суперзадача конкурса как раз. И, на мой взгляд, круто, если бы администрация прислушалась к этому и постаралась в рамках конкурса, в рамках какого-то вот процесса генезиса, да, найти вот это новое звучание. Это суперсовременно, это очень круто. И вот, как вам сказать-то, это действительно, когда мы, например, вот вспомните там какой-нибудь русский павильон на Экспо, понимаете? Никто же не думает там срубить сруб с традиционной русской избой. И никто там не делает, как это сказать, даже англичане, приезжая со своей шапкой, да, вот этой вот на какой-нибудь Экспо, условно делают его из оптоволоконных нитей и делают это супер круто. Это очень классно выглядит. И это для всех узнаваемо, что это английская штука, да? Но никто не едет туда с Букингемским дворцом один в один его там восстанавливать, понимаете? Это не актуальная вещь, это новодел, и это, просто подделка, да? А подделка всегда хуже оригинала. И, в общем, здесь как раз, на мой взгляд, те ребята, кто вот разрабатывает вот такие концепции, они идут просто по пути наименьшего сопротивления, так скажем, быстро оформляя мысли как бы власть имущих людей, да, у нас. В общем, вот это такой, на мой взгляд, не совсем корректный подход. И вот здесь генезиса, вот вы смотрите, вот мы сейчас с вами говорим о каких-то высоких материях. В архитектуре, да, это... В чем крутизна архитектуры и сложность, как, наверное, и в политике, да, в том, что это же искусство возможного. То есть мы с вами можем много, да, дискутировать о том, как это должно быть. Но у нас есть определенные федеральные законы, как выделяются деньги на это, как это происходит. Я допускаю вполне, что деньги уже выделены, понимаете? И их нужно осваивать сейчас, нужно уже строить. И любой вот этот вот дискурс, да, и любая вот эта дискуссия, начинающаяся об этом, она обламывает эти деньги, которые уже вроде как должны прийти в республику. В смысле, от них откажемся. Вот я сейчас стою на логику чиновника, да, и это как раз и есть вопрос, что меня, так сказать, раздражает вот в моей части профессии, да, что приходится участвовать в такой гонке. С одной стороны, мы периодически жалуемся на то, что у нас денег нет. Понимаете, вот у нас, например, денег нет, мы не можем себе позволить того всего, 5-10. Но когда у нас деньги есть, мы за этот год должны, например, все спроектировать, построить, сделать, сдать и закрыть эти деньги. Черт побери. Это вообще, не вопрос, понимаете? Как это сказать? Это очень сложно сделать в такие сроки и с такими правилами. Качественный, нормальный и конкурсный объект. Мы вот этим подготовкой конкурса, к сожалению, это связано с пандемией, вот Музей современного искусства, больше года этим занимались. Переговорами со всеми этими людьми, когда они найдут окно, потому что все эти люди заняты, у них есть крутые, классные проекты, в которых они уже участвуют. Когда там они выделят для этого, да, когда мы поймем, кого мы отобрали. Кто-то согласился, кто-то вышел, у кого-то пандемия, у кого-то свои сложности. Это нужно время. В общем, я к чему? К тому, что, к сожалению, такие объекты — это реально долгосрочная история. То есть, если вы их замыслили сделать действительно крутыми, чтобы общество в нем поучаствовало, заложите время на все эти дела, иначе ничего не получается, и приходится потом таким, знаете, волевым решением говорить: я так сказал, вот так вот будет, это утверждено, и быстро стройте к концу года, понимаете? И потом в итоге, вот я открываю эту презентацию и смотрю, а здесь будет у нас креативное пространство. А вот вопрос, вот кто там будет креативить, что они там будут делать и как. Значит, загоним там туда условный там дворец пионеров, и будет тут креативное пространство. Поняли?
Ну, хочется добавить. Мгм. Поэтому здесь вот чем мне, например, очень симпатичен подход вот, Марата Ахмедшина, тем, что даже вот при том, что, например, эта площадка ушла из-под музея, да, и сейчас там будет какой-то правительственный объект, он не прекращает работу, и на самом деле старт уже, не имея здания, его музей стартовал. А вот у этих ребят, ну, музей стартовал в чем? Музей стартовал в том, что уже собирается коллекция, это раз. Музей стартовал, что уже собираются вечера тематические по этой теме, понимаете? Уже люди слышат об этом. Музея еще нет, а он уже живет, понимаете? Дух его есть. И вот дальше, вот вокруг этого ячейки этих людей, которые готовы говорить об искусстве, развивать его, двигать культуру вперед, а потом просто у них появляется здание, в которое они заезжают, и оно уже цветет и пахнет, понимаете? Вот в чем идея. А здесь, получается, мы сначала создаем вот эту вот коробку из железобетона и стекла, а потом туда кого-то загоняем там, по распоряжению. Да? Но это так не работает. Вот если эти ребята хотят сделать, государственные мужи наши, креативное пространство, так вы уже анонсируете это, что за кто вам нужен. Позовите этих людей. Пусть они уже начинают работать в этом направлении. Что им сейчас мешает? Я уверен, что обычно вот создание таких пространств, оно повышает уровень комфорта для этих людей. Да? Им приятно просто... Ну, они выйдут на новый уровень, у них появится новая площадка. Это нужно. Но, тем не менее, эти люди в основном, они уже творят. Вот. И поэтому это, конечно, круто, когда такое бы уже анонсировалось, по крайней мере, что за план нашего вот, там, правительства, да, того, у инициаторов вот этого проекта. Вот Евразийская библиотека, окей, что там будет? И сообщество. То есть на сегодня вся вообще эта история, она крутится вокруг того, для каких людей, для кого мы все это строим, да? Для горожан. Вот. А они знают о том, что им пытаются нанести добро или нет? Как бы, может, все-таки начать. В общем, хочется вот об этом поговорить, прежде всего. В общем, я тут затронул несколько тем, да. Первое, по архитектуре. Я говорю о том, что круто было бы в рамках конкурса создать этот генезис этой там, пусть будет с каким-то традиционным башкирским прочтением, в современном искусстве, в современном мире, культуры в том числе. И, опять же, это круто. Это первая тема. Вторая тема. Раз уж вы создаете некое креативное пространство, так уже делайте его. Уже создавайте, уже привлекайте людей. У нас есть куча разных дворцов культуры, еще чего-то, которые потом переедут сюда, например. Да? Это такая вторая тема. Третий вопрос, это финансирование и вообще тот способ, по которому строятся все эти объекты. Что-то мне подсказывает, что этот объект будут строить по такому же принципу, по которому строили ЦУР, Центр управления регионом. Да? В общем, ЦУР строили, насколько я понимаю, может быть, я недопонимаю чего-то, как временное сооружение. В общем, потому что по такому же принципу у нас есть, например, капитальное сооружение, есть временное, да? И этот механизм, он, да, есть в законодательстве. Это, когда у нас случился COVID, да, и нам нужны госпитали COVID. Это, конечно, форс-мажорная такая ситуация, да, и действительно мы должны, как в военное время, быстро взять и строить, сократив определенные административные препоны. Это как бы правильный подход, я считаю. С другой стороны, где строились эти ковидные госпитали? В Зубово там, да, и еще в каких-то удаленных районах. А вот то место, о котором мы с вами говорим, это зона особого градостроительного контроля. И, соответственно, в этой зоне, максимальное внимание должно быть привлечено к этому объекту. Нужно время на установку объекта в такой зоне. Нужно согласие, в идеале всего там, сообщества наших горожан с этим делом. Что мы, собственно, делаем, да, в нашем городе. А когда по такому принципу, установки зданий, как во время пожара, начинают ставить на условной Красной площади нашего города, то, на мой взгляд, это не совсем уместный подход.
То есть, в общем, срезая вот эти углы и осваивая быстро бюджет и получая быстро финансирование, можно быстро получить этот объект. Но что он с ним делать? Да, он станет очередным там, ну, условно, непонятным там дворцом культуры, например, да. Понятно. Александр, хотел бы уточнить, у вас нет ли каких-то сведений на предмет того, откуда проект все-таки взялся? Скажем, кто лично или какая фирма, бюро явились основоположниками этой идеи? Насколько это все прорабатывалось, я не знаю. Был ли, если не публичный, то хотя бы какой-то закрытый, может быть, конкурс среди парой-тройкой творческих бригад? Вот что-нибудь на эту тему знаете? Ну, на самом деле у меня такой официальной, конечно, какой-то информации нет на эту тему, да. Значит, что касается творческих бригад, ну вот они, я думаю, рядом, это, скорее всего, те же ребята, кто делали ЦУР, очень удобно, через дорогу перешел, тут же делаешь новый объект. Почему нет? Вот они закончат, например, Евразийскую библиотеку, надо срочно начинать третий. Я не удивлюсь, если там еще рядом какой-нибудь появится, и великая идея какая-нибудь придет. Ну, то есть это мое предположение. Да, у меня нет каких-то, так скажем... Инсайдов нет на этот счет. Угу. В общем, но здесь тема такая, что, ну, на мой взгляд, может быть, это какой-то был закрытый конкурс. Но вот опять же, ввиду того, что это зона особого градостроительного контроля, по идее, на такие зоны, ну, нужно, конечно, это обсуждать, ну, как минимум в рамках профессионального сообщества, да, что мы делаем и как в этом месте, это раз. А второе, ну, в идеале это проводить открытый конкурс с международным участием, ну, то есть у нас множество примеров, да, подобных решений там в Казани, там в Перми, ну, много подобных объектов, да, создается через некий там диалог. Слушайте, у нас даже в нулевые, казалось бы, такие вот прямо чуть ли не тоталитарные, ну, своего рода в республике. У нас при Рахимове Конгресс-холл, вон как выстроили, да, с участием, можно сказать, международной кооперации в некотором роде. Это, конечно, тоже такая кооперация была, так скажем, ну, кому нужная кооперация, но тем не менее, да, это такой яркий проект. Построили его там, как построили. Ну, на самом деле, то, что возникает вот этот следующий проект, это связано тоже и со строительством Конгресс-холла, как ни странно. То есть часть помещений просто Конгресс-холла не устраивает, я так понимаю, ну, республику и то, как вообще эксплуатировать эти помещения, и просто ввиду недостатков вот этого сценария, да, прописанного по эксплуатации этого комплекса, возникает вот новый объект. То есть, собственно, ну, у Конгресс-холла есть ряд там недостатков, которые, ну, просто делают неудобным его эксплуатацию для проведения определенного рода мероприятий. Я так понимаю, вот этот объект призван в том числе устранять эти недостатки. А можно пример? Вот. Например, отсутствие большой концертной площадки, я могу предположить, да, вот Конгресс-холл не может принимать большие концерты, и у нас в Уфе до сих пор нет большого зрительного зала, куда могли бы приезжать какие-то известные люди и, соответственно, хорошую кассу снимать. Или какие-то другие нюансы, вот сейчас вы имеете в виду? Другие нюансы. Есть множество других нюансов. Во-первых, я так понимаю, что у Дома правительства есть... Вот смотрите, архитектура, она вообще живет вместе с человечеством, да, и развивается, соответственно. То есть, вот почему сейчас, например, неудобны здания дворцов культуры, бывших, там, дворцов пионеров и так далее. Там огромные площади, да, есть какое-то центральное одно зальное пространство, а потом пошли такие кружковые, понаделанные, да. И вот проблема в том, что как раз такого перетекающего пространства нет. Все разошлись по своим вот этим междусобойчикам и там, ну, чем-то условно занимаются. А нужны сейчас здания, вот сравните, например, с жизнью торгового центра, например, да, условного. То есть там, где жизнь видна, там она, ну, понятно, что это коммерческая история, но никто не мешает по такому же принципу собирать, вот как уже показывают собранные пространства, там музей-гараж, там еще какого-то, что
По такому принципу открытости, по перетеканию пространства можно собирать и музейные пространства для общения, да, там, между людьми и так далее. Вот, поэтому вот я боюсь больше всего, что после реализации новой Евразийской библиотеки мы получим очередной ДК, который закроет, возможно, несколько функциональных пробелов Конгресс-холла. Ну вот один функциональный пробел Конгресс-холла я могу вам, например, сказать. Вот если вы присутствуете, например, на свадьбе или на каком-то торжественном мероприятии, например, приеме главы республики или еще чем-то, то в Конгресс-холле артисты выходят сквозь публику. Вы где-нибудь такое встречали или нет? Не могу вспомнить, я нет. Вот представьте, у вас сцена с одной стороны зала, а выход артистов с другой. И другого выхода к этой сцене нет, как через зрителей, например. И вот все сидят уважаемые муты, сзади проходят все эти ребята, строятся на сцене, после этого исполняют и дальше уходят в толпу. Как вот это вам, технологический такой, недолет, так скажем, да, И вот таких вот моментов, нюансов там, плохая акустика, например, у нас нет залов с хорошей акустикой на достаточное количество мест. Это вот как раз почему у нас инициировали проект Дома музыки, да, например. То есть у нас нет хорошего зала, в котором мы могли бы приглашать крутые акустические, там, музыкальные какие-то людей, исполнителей, да, которые исполняют музыкальные произведения. Вот. То есть, например, та же самая филармония, слишком маленький зал для того, чтобы пригласить суперкассовых каких-то исполнителей, а большего акустического зала у нас нет. А зал, который находится, например, центральный наш зал... Башкортостан? Башкортостан выпал у меня из головы почему-то этот. В общем, история такая, что он по акустике сильно не проходит. То есть там можно исполнять только эстрадную музыку, усиленную электронно, да, но невозможно исполнять акустическую музыку. И когда туда приезжает или выступает наш симфонический оркестр, то кучу приходится провести каких-то манипуляций с экранами, еще с чем-то, чтобы звук правильно направить в зал. Это большая проблема, и в итоге самые крутейшие инструменты, там, которые приезжают к нам в республику, не могут раскрыться и играть полноценно, то, как они должны звучать. В общем, есть такие вот нюансы во всем, да, и, соответственно, потом у нас такие, проекты, которые призваны вроде бы затыкать дыры, которые были созданы в предыдущее время, но при этом, так скажем, хотелось бы эти дыры решить конкретно, да, и не породить этим объектом новых проблем, которые еще нужно строить, вкладывать в серьезные. Пока, исходя из того, что мы успели обсудить вот за первые полчаса, не складывается впечатление, что мы начали понимать вот эти проблемы и пытаться их решить, чтобы в будущем вновь не допускать. Так или иначе, Александр, пару вопросов сейчас я задам от слушателей, которые к нам поступают. Уточняющие. Дмитрий спрашивает, у музея, имеется в виду современного искусства, Марата Ахметшина, уже появляется новая площадка, или она уже есть, или это пока действительно вообще никак не решено, но уже эти креативные, скажем, активности люди начинают осуществлять где-то, я не знаю, на дому? Они, конечно, сейчас, я, насколько понимаю, я сейчас все-таки несколько, после того, как конкурс состоялся, было выбрано, да, и если нет земли для строительства музея, в команде архитектор, не особо полезет в деле искусства. В общем, поэтому здесь, конечно, уже представители этого музея, наверное, лучше меня, но они, естественно, проводят свои мероприятия просто на чужих площадках, арендуя там, на любых условиях, делая некие активности. Насколько я знаю, новая площадка пока не определена. Идет выбор этой площадки, и я, насколько понимаю, если в итоге это все состоится, это будет уже не городская площадка, а земля в собственности, на которой
сам частный собственник будет, грубо говоря, распоряжаться и сможет довести свое начатое дело, ну, до конца, то, как, так скажем, он считает это нужным, без, так скажем, каких-то факторов. Рисков, которые могут в самый неподходящий момент сработать и проект заморозить. Ну да, например, так. И еще один вопрос. Закончите я мысль. Просто рекомендовал, в общем, по крайней мере, вот эти бюро, которые уже хорошо знакомы с этим участком. Даже если заказчик сменился, сменились цели, да, этого объекта, потому что это разрабатывалось под музей, да, современного искусства. Сейчас это вот Евразийская библиотека. Хорошо, пусть будет то, что нужно городу, да, но вот люди, профессионально подходящие к этому участку, они уже есть. Пожалуйста, можно с ними продолжить диалог, они уже вникли в эту площадку. Я уверен, что им было бы интересно все-таки завершить это дело и вот поставить на нашем таком, знаете, горизонте вот эту вишню на торте рядом с Домом правительства, чтобы дополнить вот этот наш горизонт и силуэт нашего города. И реально профессиональные ребята, они действительно полюбили наш город, полюбили эту площадку. Я думаю, они готовы будут продолжить, если таковая воля будет. Потому что, на мой взгляд, как бы объект, который представлен сейчас, слишком сырая история вообще для воплощения в камне. Понятно. Помимо вот этого спорного, по мнению общественности, участка, у нас еще есть один спорный участок. Это квартал, где раньше был мемориальный музей Ленина. И в последние месяцы там планировалось, по крайней мере, не строительство еще, но начало проектирования Центра современного искусства «Облака», будем говорить, парка искусств, проект Валериана Гагина с его инвесторами. Предыдущий глава администрации Уфы выдал предписание размежевать участок, а следующий глава, вот, который сейчас у нас, Ратмир Мавлеев, отменил этот самый приказ, это самое решение. На ваш взгляд, что вообще происходит? И вообще, как архитектор, вы какое мнение здесь имеете? Требуется ли на этом участке что-то такое грандиозное? Еще один центр современного искусства, условно говоря, учитывая, что рядом есть творческое пространство «Арт-квадрат». Так скажем, с одной стороны, да, искусства мало не бывает, да, в общем, потому что оно у нас, на самом деле, проявлено достаточно слабо, очень робко так, да, так скажем, с одной стороны. С другой стороны, если честно, я знаю, что это проект Валериана Гагина, я видел первоначальные концепции этого, вот то, что это решение было отменено, вот это вы мне сказали, да, я честно говоря, выпал по этой повестке дня и просто не в курсе этого. В общем, там действительно такой сквер небольшой. Должно ли там что-то быть грандиозное? На мой взгляд, конечно, рядом стоит ЦНТИ, да, Центр науки, в общем, на мой взгляд, как бы недостаточно полюбленное здание вообще, недостаточно там оно эксплуатируемое. И, я не знаю, кто его сейчас собственник-владелец. Конечно, хотелось бы, чтобы росла, так скажем, интенсивно наша среда, и круто было бы, если бы это здание работало в полную свою силу, мощь, да. Вот. Ни в коем случае, конечно, не хотел бы прерывать каких-то там действительно активностей, которые идут там от горожан, и это как бы нормально. С другой стороны, надо посмотреть, в общем, на наполнение самого центра. Я не видел конкретно, что сейчас предлагают. То есть давайте, в общем, рассуждать так. Вот был сейчас то, как есть сейчас. Там просто какая-то парковка и не до газон. Как бы, да, тоже, в принципе, он, просто никакое, как бы, место, которое ты транзитом проходишь. Это с одной стороны. Следующий концепт. Когда мы туда втыкаем какой-то огромный центр, который связан там с искусством, торговлей или еще с чем-то, я не знаю. Насколько это нужно, как бы, да, там в центре, какого это размера, надо смотреть. Насколько это вообще сделает жизнь удобнее в этом квартале, да, какие там решения, надо глубоко нырять в этот проект.
Вот сейчас вы говорите, его отменили. А что предложили взамен? Я не знаю. Ну Ничего вот давайте пока. решать. Чего? Окей. Когда предложат, будем сравнивать, правильно это сделали или нет. Ну, на мой взгляд, вот такая позиция у меня пока. Да, понятно. Ну, здесь сложно действительно, наверное, говорить о том, что лучше. Но вот если взять тех жителей, которые неподалеку, значит, имеют свои жилища, квартиры, то они, по большому счету, ополчились против этого проекта как такового и, в принципе, против любого проекта на этом участке. Вот они считают тот самый недогазон, как вы его назвали, самым оптимальным решением, поскольку в центре, по их мнению, недостаточно зеленых пространств и, в принципе, мест, где можно гулять, спокойно дышать относительно свежим воздухом, выгуливать домашних животных и так далее. Получается, вы как архитектор вот с этим вариантом тоже не согласны? То есть не должно быть вот таких вот лужаек в городе? Можно их как-то все-таки чем-то застроить? Ну, смотрите, во-первых, конечно, все должно быть в городе. Вообще город на то и город, чтобы там вообще все было. Вот. И лужайки, и места для прогулок и так далее. Вот. Но есть такой вообще термин, знаете, вот по местным жителям, даже он описан там в международной там литературе, называется not in my backyard. Типа, только не в моем заднем дворе, да. Вот все что угодно нет. В общем, все жители готовы обсуждать любые проекты где угодно, но не у них. В общем, естественно, любые, так скажем, вообще я участвовал в программе по разработки вот этих общественных пространств, да, в нашем там регионе, вот с институтом развития городов. Да, с институтом, с ИГРБ, с институтом развития городов Башкортостана. Вот. И мы столкнулись с тем, что жители против всегда. То есть особенно, но при этом горожане в целом, они не против. Они за, то есть преобразование. Вы не поверите, знаете, когда вот я, например, участвовал в проекте благоустройства озера Светлое в городе Нефтекамске. Вот. И даже когда мы занимались благоустройством озера, то есть находились отдельные люди, которые были против этого. Ну, то есть вы сейчас, то есть там черт знает что построите, вы там, то есть люди беспокоятся, просто людей, пугает любые как бы изменения. И, наверное, еще людей пугает вот это, как вам сказать-то, недолгосрочная политика, может быть, и властей тоже. То есть они сегодня пообещали одно, завтра перевыбрались и уже реализуют совершенно третье, понимаете? И, к сожалению, многие люди не ждут позитивных изменений, опять же, да, от властей или еще от чего-то. То есть такой фон, по крайней мере, у обеспокоенных жителей, он присутствует. Вот. И люди часто против. Хотя, когда мы реализовали вот этот проект благоустройства на этом озере, супер аншлаг такой случился, как и там тропа здоровья, которую реализовывали коллеги. То есть это супер классные места сейчас в Нефтекамске. По очень многим параметрам это действительно топовые такие места по посещаемости. И сейчас большинство тех, кто приветствует, скажем так, переезд Ратмира Мавлиева в Уфу, всякий раз в пример приводят вот эти два кейса, о которых вы только что говорили. Озеро и тропу здоровья. Посмотрите, как замечательно в Нефтекамске все ему удалось обустроить. Значит, теперь и в Уфе все будет цвести и пахнуть. Я могу сказать то, что я знаю в этом плане, мэра Нефтекамска как такого активного и патриотично настроенного человека по отношению к своему городу, и он действительно много там сил потратил, и в этом плане он молодец. Могу ему сжать руку и аплодировать. Молодец, мне тоже, я за эти там изменения, да. Другое дело, что хотелось бы, чтобы это происходило как-то комплексно, чтобы, вот опять же, один из серьезных вопросов, на мой взгляд, сейчас это федеральная программа, в которой выделяются деньги на строительство таких объектов по городам России. Да? Это очень классная программа. И теперь я надеюсь, что будут выделять деньги еще на поддержание этих парков в таком же состоянии. Потому что, к сожалению, в этом мире все имеет свойство стареть и ветшать. И вот чтобы эти парки не превратились, знаете, в какие-то
Источники повышенной маргинализированы, опасности это может стать, да, условно, сломанная скамейка, сломанная качели, это уже не элемент благоустройства, а элемент повышенного риска. которого при этом до этого не было. Там Да. был условно вот недогазон и было недодерево. Окей, они стояли, есть не просили. Теперь поставили скамейку, качельку, сделали красивое покрытие, но теперь будьте добры, содержите это в хорошем состоянии. И я надеюсь на то, что у ребят, которые занимаются сейчас финансированием этих программ, закладывается финансирование через сколько-то лет, когда закончатся там гарантийные сроки у строителей, которые возводили эти парки, будет финансирование на реновацию этих парков. Потому что теперь, получив эти парки, горожане, естественно, рады, но вандалов никто не отменял, каких-то людей, асоциальных, так скажем, да, личностей никто не отменял, и, к сожалению, нужно с ними бороться. Это одна еще из проблем нашего города, потому что у нас очень много вандализма, и с этим никто не борется, к сожалению. Знаете, мы не можем, как говорится, абстрагироваться от тех реалий, в которых сейчас находимся мы, да и весь мир, пожалуй. Но вот если говорить конкретно о благоустройстве, об архитектуре, есть ли у вас какие-то данные о том, насколько сильно вот эти вот области нашей жизни могут пострадать в связи с огромным объемом, шквалом даже различных международных санкций? Я имею в виду доступ к технологиям, доступ к конкретным материалам, строительным, отделочным. Доступ это одно, а второе цена, соответственно. Что говорят ваши друзья, партнеры, коллеги? И вы, может быть, уже с чем-то столкнулись? Что нас ждет вот всех в этом направлении? Конечно, определенные сложности могут быть. К счастью, можно в архитектуре, особенно в ландшафтных всяких делах, работать относительно простыми материалами, которые нам доступны. И, быть может, самые сложные вещи — это какие-то детские площадки, еще что-то комплектные, которые такие высококачественные, с красивыми корками там из нержавеющей стали, еще откуда-то. Они действительно были многие европейского производства. Вполне возможно, что инструменты для обработки, металла, там, дерева, камня, еще что-то, они, конечно... Но я думаю, что в этом плане особо... я не вижу больших сложностей именно в связи с тем, что я надеюсь, что в этом плане какие-то китайские аналоги нам просто будут доступны, да? Это первый момент. А второй момент, что еще? Быть может, какие-то сложности могут быть с посадочным материалом. То есть он у нас был в основном европейский. То есть если речь идет о каких-то экзотических или каких-то садово-парковых культурах деревьев, кустарников, садов и так далее, то есть топовые игроки на таком рынке, это условная там Голландия, там еще кто-то, да, по посадочным каким-то делам. Вполне возможно, что вот с каким-то симпатичным озеленением может быть вопросы. С более, но с другой стороны, здесь никто не мешал переходить и учиться работать с нашими родными культурами и вперед поехали. То есть какой-то в этом, так скажем, паники нет, потому что, возможно, я плохо осведомлен. Да. Понятно. Я поэтому спрашиваю, есть ли у вас данные, есть ли знания. Вы знаете, мы с вами были в эфире как-то в одном из утренних наших выпусков, еще при прошлом, скажем так, нашем издании, и вы тогда рассказывали о жизни на Бали, где вы находились на тот момент и находитесь, судя по всему, и сейчас. Если я правильно помню, на тот момент все-таки оставались какие-то мысли на тему того, что надо будет вернуться хотя бы на какое-то время на родину. Я так понимаю, сейчас эти все мысли отложены на неопределенный срок? Да не, у меня эти мысли есть, и более того, я работаю и на родине, и здесь. Для меня нет этих границ, так скажем, да. Я надеюсь на то, что этих границ не будет для других людей, да. В этом плане, то есть мне ничего не мешает воплощать свои проекты как на Бали, так и у нас на родине, да. Я от этого нисколько не отказываюсь, и более того, я веду проекты параллельно. И мы до этого и в Испании делали проекты, и там, в других странах. То есть нам это не мешало никогда.
Поэтому созидать как бы, да, готовы везде. Понятно, что определенные сложности со всеми вот этими, со всей ситуацией, которая сейчас творится в мире, становится сложнее, да, ну вот, например, там с банковскими там переводами, или вот я, например, пользовался картой российского банка, и это, конечно, ну, наложило определенные сложности, когда мне пришла смс, что, извините, ваша карта там не обслуживается больше. Вот, и это проблема. А Вот. проблем с разрывом контрактов, разрывом отношений нет такого, чем нас зачастую пугают? Условная русофобия не расцвела пышным цветом? Ну, вы знаете, здесь как бы история такая, то что все-таки мы находимся не в Европе, а на другой стороне экватора, в Азии. Вот. И Индонезия вообще не присоединилась ни к каким санкциям в этом плане. И более того, ну, они просто занимают адекватную, на мой взгляд, прагматичную позицию. Они говорят, что, ребят, это не наши разборки, вообще не наша игра. Вы на другой стороне экватора, что-то у вас происходит. И это прошло одной там строчкой в новостях. Вот у вас что-то там происходит, вот и пусть происходит дальше. Мы готовы и рады здесь видеть всех. Пусть это будут белорусы, украинцы, русские. То есть мы готовы работать со всеми. Поэтому именно Индонезия не вводила вообще никаких санкций, никаких ограничений. Никаких, наоборот, местные ребята, то, что видели, что происходит там, да, ну, собственно, в городах разных, там, Украины, там, вот, и в наших городах, то есть они относятся к этому с сочувствием. Они говорят, мы вам сочувствуем, что у вас такая беда случилась, да, вот, и... Но разбирайтесь вот. Сами, так или иначе нас не впутывайте. Да, грубо говоря, более того, они даже про это не говорят, потому что они вообще не понимают, что происходит, потому что вот они-то точно нас не отличают. Ну да, им вообще еще бы. Мы сами не всегда можем разобраться. Но Индонезия, надо сказать, у нас входит в список вот этих 59, по-моему, дружественных стран, и именно туда объявили, что рейсы у нас теперь прямые, без всяких ограничений ковидных, должны возобновиться. Правда, вопрос на основе каких самолетов и каких авиакомпаний. Кстати, есть у вас на этот счет данные? Кто собирается летать? Вообще, кто собирается летать, данных нет, но действительно вот в местных там пабликах, да, проходила информация о том, что президент Индонезии, он анонсировал о том, что он хочет запустить прямые рейсы там из Москвы в Джакарту или на Бали. То есть Джакарта — это столица Индонезии, да. Бали, соответственно, находится в Индонезии. И, ну, чтобы было просто понимание у, может быть, зрителей, я не знаю, слушателей, да, кто у вас сейчас, Индонезия — это, по-моему, 4-я страна по населению в мире. В общем, ну вот так, для справки, там 250 миллионов человек. То есть это 2 России по населению. Ну вот просто представьте себе размер, да, этих государств и размер экономики в том числе. Вот, серьезные ребята, в общем, грубо говоря. И, ну, меня лично, конечно, радует, что я здесь не сталкиваюсь ни с какими проблемами. И здесь на острове живет очень много русских, порядка там 18 тысяч человек, сейчас, я думаю, еще больше, порядка 20, наверное, уже. Вот. Одно из самых крупных комьюнити на острове русское. Достаточно много украинцев. У меня сейчас ассистентка украинка работает. Вот. Много белорусов, да, тоже белорусская барышня тоже работает у нас в команде. И те люди, которые здесь, ну, никаких сложностей, слава богу, у нас как бы между собой вообще нет. И делить нам нечего. Вот. Может, я, конечно, рад, что в основном я понимаю, что здесь присутствуют люди, которые непосредственно не опылены вот этим огнем войны, да, там, огнем конфликта. Вот. И поэтому, возможно, они все на такой волне достаточно позитивной. Вот. Здесь мероприятия по Украине, они ограничились демонстрацией украинской и тех, кто поддерживает Украину. Вот. И, в принципе, ну, они прошли шествием. Окей, все сказали, да, ну, мы сочувствуем тому, что происходит. Ну, все, в принципе, на этом все закончилось. Понятно, что...
Да, кстати, замечательно, я хотел вот просто от себя добавить, что вот действительно есть представители разных стран, разных народов, и вы как работали, так и работаете. Пусть так оно будет и дальше. Вот. Но в любом случае время наше потихоньку заканчивается. В общем, спасибо, во-первых, да, за то, что особенно в первой части мы очень подробно разобрали, скажем так, вопросы, которые, на мой взгляд, вполне справедливо могли бы возникнуть и возникли участие профессионального сообщества относительно того, как у нас планируют реализовать Евразийскую библиотеку. Может быть, еще не все потеряно, еще какое-то обсуждение все-таки случится, и, может быть, что-то даже будет пересмотрено, мы не знаем, вот, но свой посильный вклад в это делаем. Я слушателям напомню, что в гостях программы «Аспекты мнений» был архитектор, руководитель архитектурного бюро «Архип» Александр Ильин. Александр, спасибо еще раз. Ладно, всего доброго. Приглашайте. Договорились. Если что, всего доброго. Пока.